Дом — это очень важное пространство, потому что я много провожу времени дома. Я иногда работаю здесь, у меня много гостей, постоянно кто-то сюда приходит, поэтому для меня это такое пространство, в котором все, наверное, на своих местах. И для меня дом — это место, где нужно кайфовать, отдыхать, кайфовать, перезагружаться, потому что у меня есть иногда ощущение, что я выхожу, и там вообще какой-то другой мир происходит, а здесь у меня свой собственный. Меня зовут Марина Анечкина. Сегодня вы у меня в гостях в квартире. Это небольшое пространство, всего 37 квадратных метров, в котором я проживаю с двумя своими прекрасными собаками и сыном. Я предприниматель, занимаюсь несколькими, на самом деле, проектами. Наверное, для большинства я буду известна и знакома по проекту «Асаужирек». Это селективный секонд-хенд. В том числе мы занимались мебелью, предметами интерьера, поэтому для меня это все очень близко. Плюс это сродни моей профессии, вообще я архитектор по образованию. Поэтому дом для меня имеет огромное значение. Сейчас я больше занимаюсь маркетингом, но в целом беру на консалтинг разные проекты интересные. На самом деле очень интересная история с квартирой, потому что квартира находится довольно в старом доме, там 90-х годов. И сюда заехали, как только его построили, этот дом, сюда заехала наша семья, мои родители. И здесь долгое время жили мы втроем. Позже сюда заселилась моя бабушка. И в какой-то момент, если я знаю все этапы трансформации этого пространства, наблюдала за ними, была активной участницей и, собственно, инициатором этих трансформаций. Был момент, когда квартира вообще выглядела совершенно по-берлински, очень хаотично. Мы просто ободрали все стены до штукатурки. Это было все очень такое андеграундное пространство. Но после этого случился переворот небольшой то есть я узнала, что жду ребенка, вернее, да, и, естественно, пространство надо было менять. Над дизайном именно этого этапа, этой квартиры я работала со своим другом и с дизайнером интерьера Иваном Кудрявцевым. Мы это делали в тандеме. Мне показалось это очень увлекательным процессом. С Ваней было очень комфортно взаимодействовать. Я очень довольна результатом. Меня зовут Иван Кудрявцев, я дизайнер интерьера, который занимался планировкой и дизайном этой квартиры. И когда Марина обратилась уже за дизайн-проектом, мы рассматривали именно функционал этой квартиры, чтобы это было удобно, так как пространство не очень большое. Мы решили снести стенку вот здесь. Здесь по ригелю была стенка, и мы долго думали над шкафом, как его сделать, то есть не хотелось сделать перегородку из-за того, чтобы забирать пространство. И мы тогда придумали вот этот шкаф, который работает на две стороны. То есть одна сторона — это когда при входе мы заходим, раздеваемся, и вторая сторона — это в спальне, где есть уже чистые вещи. Мы хотели сделать общую зону, чтобы расширить пространство. То есть у нас кухня, и здесь условно будет гостиная зона. И мы расширили зону балкона для того, чтобы увеличить пространство. Мы не стали сносить ничего, то, что несущее. И в этой зоне балкона мы сделали классный шкаф для хранения. Спальную зону, так как у нас там находится шкаф и кровать, в принципе, полноценная, мы решили отделить перегородкой, но при этом мы не сделали ее непрозрачной, ее более легкой. Но она делит именно зону спальни. Если надо, ты закрыл, все, у тебя ничего нету. И супер классно, что теплый пол, потому что можно на нем сидеть, если тебе не хватает места. Так как пространство небольшое, на самом деле здесь все уголки важные и личные, потому что нет ничего случайного, скажем так. То есть, когда мы делали проекты, когда я думала о квартире в том виде, в котором она сейчас есть, мне казалось, что здесь не должно быть вообще ни одного лишнего предмета и ни одного какого-то места, которое не будет работать на нас и на наши потребности. Наполняюсь я всегда в спальне, потому что там очень спокойно, я специально ее не перезагружала никакими предметами. И я там люблю читать, отдыхать. Мы читаем с сыном очень много книг и, обнимаемся там с собаками и просто отдыхаю. Хотя визуально мне нравится кухня, мне нравится там что-то снимать, фотографировать. Совершенно случайно нам достался этот смеситель потрясающий, поэтому он просто изюминка и такая финальная точка этой кухни. И
Что мне нравится в этом окне, это то, что летом оно полностью становится заросшим диким виноградом, несмотря на то, что это 4-й этаж. Виноград полностью вот так расползается, мне даже приходится вырезать, чтобы свет попадал. И это позволяет мне еще не заводить растения в горшках, потому что здесь мало места, и плюс у меня нет возможности ухаживать за ними. Квартира наполнена интересными элементами, которые я собирала по всему миру. Я очень много одно время путешествовала, выбирала вещи для своего магазина. В принципе, я всегда руководствуюсь тем, что я выбираю что-то как будто бы для себя, то есть что мне действительно самой нравится. И когда мы закрыли этот отдел АСО «Жрека», многие вещи перекочевали в мою квартиру, поэтому здесь очень много винтажа, причем разного, с разных стран. Вот этот светильник я тащила через всю Финляндию в Петербург, из Петербурга в Алмату. Он долго висел у нас в магазине, потом я прям надеялась, что его никто не купит. Его никто не купил, и я его забрала себе. Плафоны над диваном тоже я в ручной кладе сама перевозила из Тбилиси. В последний день поездки наконец нашла те, что мне были, подходили вообще идеально под формат. И очень много таких элементов, но плюс я люблю Данию. В принципе, это были основные референсы на интерьер. Датские квартиры, датские дома. Те же самые фасады кухонные, фанерные, это тоже мой омаж и любовь к Копенгагену. Сейчас пройдемся по кухне. Первая задача была от Марины по кухне, на самом деле, убрать верхние шкафы. Мы их не предусматривали. Тогда мы начали думать о том, как это все разместить, потому что квартира небольшая, и нужно было создать какие-то места для хранения. А по кухне, что мы первое сделали, мы перенесли раковину, которая была здесь ранее. Мы ее перенесли к окну, но при этом оставив радиатор, к которому есть доступ через шкафчики. То есть, если нужно что-то обслужить, то есть совершенно без проблем происходит. И самое главное, вытяжка, так как находилась совершенно в другом углу, то предложили именно провести трубу, чтобы она была такая больше индустриальная, привести к вытяжке. Когда мы решили уйти на кухню фанерными фасадами, точно так же у нас шкаф, и мы решили повторить все из фанеры, то Мариной были предложены вот эти светильники винтажные, и мы на них остались, согласились. Марина предложила вместо ванной, чтобы было больше пространства, мы сделали душевую кабинку. Ванная получилась больше, но при этом все сантехнические приборы и все, что нужно для жизни, соблюдено. И даже у нас остался свободный угол для расположения стиральной машины. Утро начинается у меня очень рано, потому что я, в принципе, рано встаю. Иногда это утро с ребенком, иногда без него. Но когда, допустим, оно без него, это йога и потом медленный завтрак. А когда с ребенком, я отвожу Клима в сад и потом возвращаюсь и тоже стараюсь уделить все время себе, перекусить, выпить чай, посидеть, подумать, настроиться на рабочий день. У меня очень много вещей, не только которые я привозила из каких-то поездок, но и те, которые достались от моего дедушки и от бабушки. Для моего сына я собрала целую отдельную коробку из таких маленьких вещиц, которые, на мой взгляд, какие-то очень интересные. Они что-то вызывают какие-то интересные эмоции. Надеюсь, что когда он вырастет, он это оценит. Моя любовь к винтажу — это вот как раз от моего дедушки, потому что он очень все это любил. У него весь дом был таким, как какой-то шкатулкой с сокровищами. Для меня маленькой это было всегда очень увлекательно. И, наверное, сейчас я вот строю свой дом по этому же принципу, потому что, опять же, случайных вещей я сюда не допускаю. Любая вещь, которая появляется в этой квартире, проходит довольно жесткий отбор по моим личным критериям. Это необходимость, обусловленная маленьким пространством. Вообще вещи попадают сюда с разных уголков мира, и в том числе очень странных, даже и неоднозначных мест. Например, у меня есть шкатулка с Андаманских островов. У меня есть коллекция клипс, и я туда их складываю, и каждый раз думаю: господи, эта шкатулка просто
была и кому-то принадлежала где-то вообще посреди Индийского океана, какой-то женщине, наверное. И мне очень приятно сейчас ей тоже пользоваться. Я люблю ее рассматривать. На ней очень красивые изображения людей, там целые сценки. Можно целую историю узнать по этой шкатулке. Несмотря на небольшую квадратуру, нам удалось создать очень комфортное пространство для нашей семьи, где каждому есть место, где очень уютно, где хочется находиться, проводить действительно время здесь. И я думаю, что это успех.